Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами сегодня я, Максим Гоголев. Что ж, сегодня пятница и последний день июля, 31 июля. Сегодня отмечается Всемирный день, да, такой праздник, день рождения Гарри Поттера, да. Все неравнодушные к этому герою, конечно же, вспомнили, да, наверное, то, что он когда-то вот, лежа на полу, выдувал свечки, которые он сам же нарисовал на грязи. Также сегодня отмечается Международный день системного администратора. Это просто какие-то маги, на самом деле, тоже связанные, можно сказать, с Гарри Поттером. Так как мы вообще не знаем, что они делают, но в любом случае они любую проблему решают. Далее хотели бы узнать, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах утром плюс 17, плюс 12, днем плюс 25, плюс 24. В Заречных плюс 17, плюс 15, днем плюс 25, плюс 24. В Южных плюс 19, плюс 16, днем плюс 22, плюс 19. В Вилюйских плюс 16, плюс 12, днем плюс 25, плюс 23. В Нижнеленских плюс 18, плюс 13, днем плюс 24, плюс 23. В Западных плюс 16, плюс 11, днем плюс 24, плюс 20. В Колымо-Индигирских плюс 12, плюс 8, днем плюс 17, плюс 9. В Янских плюс 12, плюс 8, днем плюс 17, плюс 11. На северо-западе плюс 13, плюс 6, днем плюс 15, плюс 8. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха плюс 8 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Днем ожидается плюс 23, плюс 25 градусов. Сегодня без осадков. Что ж, сегодня у нас очень интересный первый гость. Начальник отделения контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Саха-Якутия майор полиции Шибин Роман Владимирович на тему разрешения и ношения, хранения оружия. Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Ага. Ну что ж, гражданин решил приобрести оружие. Что ему делать? Для начала расскажите. Спасибо за вопрос. Вопрос очень актуален среди начинающих охотников. Как известно, наша республика одна из лидеров по числу владельцев оружия. Значит, конечно же, гражданин должен пройти первоначальное обучение со сдачей зачетов по безопасному обращению с оружием. Второе, должен пройти медицинское обследование по форме 002 и 003 с заключением об отсутствии противопоказаний к владению оружия. Третье, по месту жительства создать условия, обеспечивающие сохранность оружия и патронов к нему. А это, как мы знаем, наличие сейфа. Четвертое. В соответствии с федеральным законом 150 об оружии, гражданин в прошлом, ну и, конечно же, в настоящем, не должен был быть привлечен к уголовной ответственности за преступление с применением огнестрельного оружия. Ну и, конечно же, гражданин должен получить охотничий билет единого образца. Вот эти вот основные критерии. Хорошо. А как проходит процедура получения документов именно? Какие документы нужны? Так, спасибо за вопрос. Значит, документы необходимы. Как я уже выше сказал, это медицинское заключение, наличие сейфа, обучение первоначальное. Но имеется в виду вот именно процедура, вот куда надо сходить, что дать, что показать, куда обратиться? Значит, гражданин через портал государственных услуг подает заявление на получение лицензии, дающее право приобретать оружие. Также к этому заявлению прикрепляет файлами документы. Это паспорт, охотничий билет, свидетельство о прохождении первоначальной подготовки, медицинское заключение. Прикрепляет к этому заявлению и отправляет уже к нам. После этого же ждет в личный кабинет квитанцию на оплату государственной пошлины. Там буквально в течение суток. Ее оплачивают через личный кабинет. И ждет звонка также в течение 2 суток от нашего инспектора лицензионно-разрешительной работы, чтобы договориться о дате и времени проведения проверки условий обеспечения сохранности. То есть наличие сейфа. Наш сотрудник
и удостовериться наличие сейфа по месту жительства этого гражданина. А какие требования имеются к сейфу? Требования к сейфу Да. имеются, можно сказать, то, что сейф должен находиться в таком месте, чтобы при посещении квартиры, жилища, помещения, сразу не бросался он в глаза. То есть стоять где-то в углу, в закрытом помещении. И, кажется, прикрепленный к стене, да? Ну, это рекомендательный характер. Рекомендательного характера. Желательно, чтобы сейф был установлен в таком месте, недоступном от посторонних лиц, чтобы доступ не имел. Имелись замки даже, соответственно. А какие причины отказа могут прийти, допустим, если ты хочешь получить оружие? Да, спасибо за вопрос. Как я ранее говорил, гражданин не должен был привлекаться к уголовной ответственности за преступление с применением оружия, а также за правонарушение по главе 20 Кодекса административного правонарушения. Это нарушение общественного порядка, употребление спиртных напитков в общественных местах, не прошедших медицинское заключение, и отсутствие сейфа по месту жительства. Ясно. А какие обязанности возникают у гражданина после приобретения оружия? Конечно же, это обеспечение условий сохранности оружия данному гражданину. Безопасное обращение с ним при хранении, при использовании, при транспортировке этого оружия. Ну, при транспортировке, то есть, получается, как нужно именно носить оружие? Ну, оружие должно быть в чехле, разряжено, разобрано. В разобранном виде, да, должна быть? В разобранном виде, конечно же. А вот какие нарушения присущи владельцам и какие профилактические меры вы проводите? Спасибо за вопрос, Максим. Конечно же, наши владельцы оружия в первую очередь нарушают сроки продления перерегистрации разрешительных документов. Нарушают условия хранения оружия. Это статьи 20.11 и 20.8 Кодекса об административном правонарушении. На моей практике было много таких нарушений по данному, много таких случаев по данному нарушению. Некоторые владельцы оружия хранят оружие где угодно, но только не в сейфе. А если, допустим, срок хранения ружья прошло, да, вот, что делать с этим ружьем? Ну, то есть без никаких документов он? Да, документы там... Максим, да. меня, да? Если, Значит, допустим, документы утеряны. Необходимо гражданину обратиться к нам в первую очередь. Для прохождения определенной процедуры, для восстановления разрешительных документов. А сдать оружие тоже к вам, да, обратиться, получается? Конечно же, конечно же. Роман, большое спасибо за ответы. Вам сегодня хорошего дня и хороших выходных в последующем. Спасибо вам. До свидания. В городе на Неве, конечно же, и жили, и творили золотого и серебряного века писатели и творцы, да? Такие как Пушкин, Достоевский, Ахматова, Блок. Это же очень удивительно, да, также, что сегодня можно ходить по этим улицам, по тем улицам, по которым любили ходить эти писатели. О литературной карте Петербурга смотрите в материале нашего корреспондента Айсены Бурнашовой. Давно стихами говорит Нева, страницы Гоголя. Ложится Невский. Это строчки из произведения Самуила Яковлевича Маршака. И действительно, в Санкт-Петербурге художественные образы обступают нас со всех сторон. Главная артерия города – Невский проспект. Место встречи не только писателей, но и их персонажей. Например, поручик Пирогов и художник Пискарев из повести Гоголя. На Невском они замечают прелестных дам и устремляются вслед за ними. Или Лермонтовский Арбенин, главный персонаж, борется с ревностью во время маскарада в доме именно на Невском проспекте.
Весь центр Петербурга словно сошел со страниц произведений. Дом Раскольникова у Столярного переулка, летний сад, где гулял Онегин, Фонтанка из «Бедных людей» Достоевского. А вот, например, параллельно Невскому проспекту Гороховая улица. Она мелькает в именитом романе Обломов-Гончарова. На этой улице в одном из больших домов жил главный герой произведения Илья Ильич. Петербург влюблял в себя и поражал поэтов. Бытует мнение, что именно сырость, серость и постоянное наличие ветра в городе на Неве пробирали тонкие души творцов, тем самым вдохновляя их на новые произведения. Погода в Петербурге, конечно, непредсказуемая. Если пару минут назад у нас светило солнце, то уже сейчас вовсю идет дождь. Основоположник русского литературного языка Александр Сергеевич Пушкин жил и работал в Петербурге. Северной Пальмире он посвятил не только стихотворения, но и целые поэмы. Например, «Медный всадник». Роман Евгений Онегин или повесть «Дом пиковой дамы» также повествует о городе на Неве. Более четверти века Пушкин провел в этом городе. С Петербургом связаны детство и юность поэта, любовь и заключенный брак с Натальей Гончаровой и, конечно, последние часы жизни Александра Сергеевича после дуэли с Дантесом. Поединок с Дантесом произошел здесь, на Черной речке, 27 января 1837 года. Дантес смертельно ранил Пушкина. Противников отделяло лишь 20 шагов. Спустя несколько дней после дуэли поэт скончался. В память об этом трагическом событии в парке на Черной речке установлен обелиск. Петербург богат на литературные места, будь это городская подземка, вагон метро или целая станция. От юга города до самого севера, вдоль и поперек, все говорит о литературном духе столицы. Здесь творили Ахматова и Гумилев, Набоков и Блок. Неразрывной нитью связаны с Петербургом Куприн, Маяковский, Герцен, Довлатов и многие другие писатели. Практически с самого основания и до наших дней Северная Пальмира является местом средоточия талантов. И кто знает, сколько еще великих поэтов вдохновятся городом на Неве и откроют миру свои произведения. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Санкт-Петербург. Телгебер, гараж, банник туттар бар. Кантан карчы болабын. Алмаз кредит сервис. Үп карчы боп прогыгар. Сөтте қорый. 5 миллионға тие потребительскай соемнар. Түрген табыгастар Алмаз кредит сервистен. Баға саналар бітін олоққо киллерин. Что ж, большое спасибо нашему корреспонденту Айсене Бурнашовой. Действительно, еще раз захотелось съездить и посетить этот замечательный город Петербург. Что ж, далее у нас гость, и наши волонтеры на самом деле победили во всероссийском конкурсе лучших практик развития добровольческой деятельности «Регион добрых дел». И у нас в гостях Сметанина Валентина Егоровна, сотрудник Центра по работе с волонтерами нашей республики. Доброе утро. Доброе утро, республика. Угу. Ну что ж, расскажите, кто же проводил этот конкурс? Главным организатором всероссийского конкурса добровольческой деятельности «Регион добрых дел» является федеральная молодежи и «Руки вперед». Валентина, попробуйте убрать микрофон, потому что, скорее всего, из-за этого вас плохо слышно. Да, выдерните. Попробуем без микрофона, да. Угу. Хорошо. Вроде как получше стало, да. И кто же является, действительно, кто же создал этот конкурс? Главным организатором всероссийского конкурса лучших практик добровольческой деятельности «Регион добрых дел» является Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентром. А региональный этап у нас в республике проводил ответственным организатором является Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям. И как раз-таки оператором этого конкурса является автономная некоммерческая организация «Центр по работе с волонтерами». Угу. А скажите, с какой целью проводился этот конкурс? Конкурс проводится с целью выявления добровольческой деятельности, лучших практик, именно в каком регионе, какие добровольческие движения, направления хорошо работают, и чтобы их
работу транслировать по всей России, чтобы их опыт переняли в других регионах. И, конечно же, это является развитие добровольческой деятельности у нас в России. Как мы все знаем, есть сайт добро.рф, где зарегистрированы волонтеры, и там насчитывается более 2 миллионов человек. Ну, очень здорово, что такие дети есть. Показать то, что Ага. конкурс является таким мотиватором и таким, как сказать, прорывным или как? Прорывным. Конкурс является тоже очагом, можно так сказать, да, очагом развития добровольческой деятельности, чтобы наши граждане больше вовлекались к добровольческой деятельности. И на самом деле у нас очень много направлений добровольчества. Это социальное волонтерство, событийное волонтерство, экологическое волонтерство, волонтеры-медики есть у нас, волонтеры Победы. И, конечно же, самое главное — это добровольцы по поиску пропавших граждан и оказанию первой помощи. Мгм. Валентина, скажите, как относиться к этой победе? Вы являетесь единственным победителем, получается, да, или как? В конкурсе участвуют все регионы нашей России, нашей Российской Федерации, и в этом конкурсе выигрывают регионы. Регион отправляет свою заявку, в которой есть несколько проектов. Да? Ну, допустим, наша республика отправляла в свои заявки 5 проектов. Ага. И вот недавно вышли итоги, и победителей 65 регионов. И наша республика Саха-Якутия занимает 28-ю строчку. И из 5 заявленных проектов выиграла только 4 проекта. Мгм. Вот расскажите именно, чем отличились мы из республики? Чем мы отличились? Это хороший вопрос, но на самом деле, если посмотреть проекты других регионов, то у нас почти все почти все одинаковые проекты. Именно очень распространены проекты победителей по направлению по поиску пропавших людей. Именно вот во всех победивших регионах присутствует такой проект. И то, что самое все главное пропадают, наше да, во всех отличие — регионах. это то, что вот у нас победил проект называется образовательный проект по обучению зооволонтеров Академии волонтера. То есть этот проект будет направлен на владельцев и будущих владельцев домашних животных и прививать им теоретические знания по правильному обращению с домашними животными. Конечно же, и во время этого проекта будут разные обучающие семинары, и, конечно же, будут социальные ролики распространяться по всей республике. Валентина, расскажите, какие плюсы и бонусы, может, призы есть при победе в этом конкурсе? Конкурс является грантовым, и каждый проект победивший, он получит субсидию из федерального бюджета на реализацию своего проекта. Получается, вот эти проекты, 4 проекта, они уже получили, так сказать, финансирование, чтобы реализовать свои проекты на территории нашей республики. Здорово. Валентина, Это скажите, бонусом, и, как конечно можно же, это шанс попасть заявить к вам? о себе по всей России и выделиться на Дальнем Востоке и по всей России, о том, что вот у нас есть такие проекты, у нас будут расти показатели по развитию добровольчества, насколько вот эти проекты помогли росту числа добровольцев и как они и, конечно же, Валентина? надеюсь, что вот эти проекты будут полезны для наших граждан. Ага, Валентина, у нас совсем мало времени осталось. Скажите, как можно стать волонтером и кому можно стать волонтером? Волонтером может стать любой человек, который хочет помочь, который хочет поделиться своим временем, своими Куда силами. обратиться? Конечно же, вы можете зарегистрироваться на портале добро.рф как волонтер. Вы там регистрируетесь на сайте,
заполняете анкету о себе и заходите в раздел мероприятий. Если в ближайшие даты есть мероприятие, то вы можете записаться туда добровольцем. Хорошо, и с вами Валентина. свяжутся, конечно же. Спасибо еще большое. Я хочу, чтобы, если вы хотите оказать быструю помощь, да, не ожидая звонка, то можете написать в Инстаграме «Добро ЕКТ». Хорошо, Валентина, большое спасибо за информацию. Отличного вам дня. Дети, школьники маленького села Даямат, они считают, что они из глубинки, они идут в ногу со временем и с модой. Смотрим. В Таттинском улусе есть один очень маленький поселок Даямата, где население составляет чуть менее 100 человек. Природа здесь очень красивая. Поселок расположен на берегу реки Амги, а через реку видно горы Тайярхая. Несмотря на удаленность поселка, силами населения в 1985 году была основана школа имени Кашкина. Школа является малокомплектной, но в ней много талантливых ребят. Они принимают активное участие в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и НПК. Как, например, сейчас ученики участвуют в K-pop Cover Dance in the Russian Far East. В школе 26 учеников и 24 педагога. В этом году выпускной отмечали 2 ученика. Мне сказала моя сестра, мы с ней в одном доме живем, я к ней на лето приехала, а моей сестре сказала подруга, она в Инстаграме нашла. До конца 31 июля мы должны заснять видео и подать заявку. Они сами все запоминаются, за 2 или 3 раза, некоторые за 1. Пожелаем удачи девочкам в конкурсе. Ну и что ж, уже постоянная стала рубрика «Знать, как живут наши соплеменники за границей и как граждане другой страны проживают у нас в Якутии». И у нас в гостях Анна Сибер и Максим Листер из Франции, студенты юридического факультета СВФУ и университета Париж-Сесклей. Здравствуйте. Доброе утро. Как у вас настроение? Очень хорошо, спасибо. Ага. Расскажите, как же вы узнали о Якутии? Я поехала в Якутск благодаря программе обмена, которая существует между университетом ЗВФУ и университетом Париж-Саклей. В этом году 5 якутских студентов отправились учиться во Францию. А мы были 3 французскими студентами, которые приехали учиться в Якутск. Эта программа существует только в течение 2 лет, и это первый год, когда французские студенты этой программы магистратуры отправились учиться в Якутск. Когда вы приехали к нам? Расскажите. Я приехала 16 декабря в Якутск, то есть за несколько дней до Рождества. Кроме этого, студенты из ВФУ организовали для нас Рождество, и у нас был очень хороший вечер в теплой атмосфере. Как получилось к нам приехать? Вот расскажите это именно дорогу, путь, напутствие родителей, возможно. Я летала из Парижа в Москву, потом из Москвы в Якутск, и все. Ага. А что вы знали раньше о Якутии? Извините? Ага. Что вы знали о Якутии раньше, прежде чем приехать в Якутск или в Россию? Очень мало. Я очень мало знала о Якутске. Только знала, что здесь очень холодно. Да. А русский язык где вы учили? В старших классах у меня была возможность учить русский язык 2 часа в неделю в течение 2 лет. Но у меня было только общее представление о русском языке, и поэтому я очень благодарна за возможность брать уроки русского языка каждый день в СВФУ. Ну что ж, вы прилетели в Якутск, да, спускаясь с трапа, что вы почувствовали? На меня произвели впечатление толстые шубы местных жителей, их унти и шапка. Ага.
А в чем были вы? Мы были ботами, кемкими, булу, скулулур и, конечно, ленские столбы. Ну ясно. И как вам понравилось? Была очень красивая. Мгм. Вот расскажите, вы прожили в Якутии примерно 9 месяцев, да? Какие у вас ощущения по поводу Якутии и Якутска в частности? Якутия – прекрасное место, где еще можно увидеть дикую природу. И народ Якутии очень теплый. Очень быстро у меня появилось много друзей здесь. Люди также очень любопытны и иногда просят нас сфотографироваться с ними. Мгм. Вам понравилась наша национальная кухня? Да, очень, очень вкусно, строганина, тоже буйпах и так далее. Ага. А с какими сложностями вы столкнулись, проживая здесь? Извините еще раз. С какими сложностями вы столкнулись, проживая здесь? Все становится сложным, когда вы не знаете язык или совсем немного. Я была особенно обеспокоена телефонными звонками, когда мне приходилось размещать заказ на еду по телефону. Это всегда вызывало стресс, потому что сотрудники разговаривали очень быстро и постоянно повторяли один и те же вопросы каждому клиенту. Ну, я надеюсь, что вы справились. Ага. Вы приедете... А когда вы собираетесь уехать, кстати говоря? Когда мы... Собираетесь уехать на родину, во Францию? Я не знаю. Ну, в общем, в целом, да. Анна, большое спасибо, что вы с нами связались. Пожалуйста. Ага. Я надеюсь, что До свидания. эта встреча будет еще и не раз. Хорошего вам дня. До свидания. Спасибо. До свидания. Ну что ж, русский блог уже заканчивается, и я передаю слово своим замечательным коллегам Бориславу и, в общем, моим коллегам.